Сегодня верующие празднуют Крещение Господне. Это один из важнейших праздников христианской церкви. В храмах Коми прошли божественные литургии. В городах и районах республики православные организовали крестные ходы, прошло освящение воды. А крещенские купания начались сразу в полночь. О таинстве праздника расскажет Анастасия Тюрнина. Слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины. В столичном местечке Красная Гора в Кирульской Курье ровно в полночь настоятель Свято-Казанского храма иерей Иоанн Карпунь освящает воду. Во Иордане, крещающийся Тебе, Господи, троическое веся поклонение. Сыктывкарцы выстраиваются в очередь перед купелью. Окунуться, чтобы очиститься, так говорят почти все пришедшие в эту ночь к реке. Уже второй год хожу. Очень хорошо. Облегчение чувствуется, прям все грехи как будто ушли. Человек, когда принимает крещение, делает первый шаг навстречу Богу, он омывается водой, то есть проходит крещение водой. И дальше в таинство проходит миропомазание. Это крещение Духом Святым. И вот крещение, которое было совершено на Иордане от Иоанна Крестителя, Господь пришел покреститься. Иоанн крестил, омывал водой людей. Но он говорил, что идет тот, который сильнее меня, и он придет вас крестить Духом Святым. На территории Кирульской Курьи обустроили два модуля – женский и мужской, раздевалки с обогревом. За всем происходящим наблюдают спасатели. В надежности конструкции в купели они уверены, но тем не менее готовы в любую секунду прийти на помощь. Мы находимся на водоеме, тем более ошибки недопустимы. Тем более скользко, сами знаете, и люди могут простыть, заболеть. Благо, обходится без происшествий. А уже утром у Свято-Стефановского кафедрального собора особо празднично. По традиции в этот день здесь проходит божественная литургия. Собираются прихожане. Многие из них отправятся в крестный ход. От самого собора к купели. Там идет Святой Дух в крестном ходе. Хочется зарядиться на весь год. Вот основная задача. Ну а те, кто уже успел окунуться или по состоянию здоровья не смог, из церкви домой несут святую воду. Сестрам, сыновьям, племянникам, всем. Они не могут, все работают. А я на пенсии. Мне что, съездил, взял, раздал потом им. Крещенский крестный ход по улицам столицы до реки Сысола. Здесь священнослужители и прихожан уже ждут верующие. Великое освящение вод проводит владыка Петерим. Иордань сразу же становится местом притяжения. Люди умываются священной ледяной водой, набирают ее в сосуды. Рядом, в отдельной купели, готовятся первые ныряющие. Слава Богу за все. Глазки видят, ножки ходят. Живу от года до года, от крещения до крещения. Все здорово. Я просто закаляюсь каждый год и всегда традиция это духовно просвещаюсь. Праздник Богоявления объединяет. Сегодня здесь омываются не только русские и коми православные, но и гости республики. Есть даже из Египта. Более стойкие кутаться в зимнюю одежду не спешат. Те же, кому холодно, согреться могут в теплых шатрах. Там все условия для переодевания и, конечно, горячий чай. Им угощают не только верующих, но и тех, кто целый день стоит на страже порядка и безопасности. А в Воркуте до места проведения праздника Крещения организовали автобусные рейсы. В зоне отдыха Заречная проводят Великое Водосвятие. Праздник Крещения Господня, который мы отмечаем 19 января по новому стилю, в такие достаточно сильные морозы, сопровождающие этот праздник, для нас важен воспоминанием о том, что Бог, который воплотился, который пришел в мир ради нашего спасения, Он таким образом выходит на проповедь через крещение. Более того, когда Евангелие мы читаем, мы видим там, и сегодня читалось этот самый отрывок Евангелия на освящение воды, мы видим благовестие евангелиста, который сообщает, что разверзлись небеса, и голос Бога Отца свидетельствовал о Иисусе, что это мой возлюбленный Сын, и в нем мое благоволение.
И если на юге республики в крещение в этот раз без морозов, то Заполярье с утра за -20. И все же светлый праздник удается на славу. Желающих окунуться в купель много. К Иордане по традиции приходят семьями. Те, кто не решается зайти в священные воды, поддерживают более отважных близких. А после все вместе пьют горячий чай и угощаются полевой кухней. Любой праздник, а особенно когда это праздник церковный, это объединение людей на той территории, на которой они живут. Это объединение людей как физически, так и духовно. Поэтому это великий, прекрасный, светлый праздник Крещения Господня. Он всегда отдельной строкой в году объединяет наших жителей и вообще объединяет по всему миру всех людей в хорошем, позитивном, божественном ракурсе. И в этот день всегда душа поет. Крещенские купели для желающих будут доступны до полуночи, а целебные свойства святой воды сохраняются целый год, так говорят священнослужители. Анастасия Тюрина, Дмитрий Ведерников, Никита Чернов, Артем Соколов, Ирина Шумихина, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган.